Все ниже следующие рассуждения вызваны явлениями, которые автор наблюдал на практике. Эти наблюдения следующие. Я работал электриком в троллейбусном депо, и однажды, ремонтируя троллейбус, снимал штангу с питающего контактного провода при работающем двигателе вентиляторе троллейбуса, то есть при нагрузке. Образовалась электрическая дуга, и при возникновении дуги начал очень сильно гудеть находящийся рядом с троллейбусом сварочный аппарат, который вообще не был подключен к сети. Это был сварочный аппарат промышленного типа мощностью около 30 кВт с регулировкой тока путем изменения расстояния между обмотками. Расстояние между первичной и вторичной обмотками по результатам последующего осмотра было около 35 см. Меня это явление удивило, и я еще создал дугу. И опять тот же результат. Неподключенный к сети сварочный аппарат гудел так, как в нормальном режиме максимального тока, даже в режиме резки, аппарат не создает такой громкий звук. И кроме того, этот звук был не мягкий, как при синусоидальной форме, проходящего по обмотке тока, а в форме резких, коротких ударов. Обследование подключения сварочного аппарата подтвердило следующие факты. Сварочный аппарат не подключен к сети, питающий рубильник отключен. Длина питающего кабеля около 35-40 метров. Кабель составлен из двух частей. От трансформатора отходит трехжильный кабель длиной 5 метров. Далее шестижильный, соединенный по две жилы вместе. Соединение двух проводов вместе в проводе заземления, идущем на корпус, имеет очень важное значение, о чем будет сказано далее. Сварочная цепь в следующем состоянии. Один вывод накинут на металлическую оградительную пластину смотровой ямы, имеющую связь с землей. Второй вывод, скрученный в кольцо, лежал около трансформатора. Получается, трансформатор в норме не мог выдавать такой звук, как будто он работал в режиме короткого замыкания. И все-таки, несмотря на эти обстоятельства, сварочник при возникновении дуги просто разрывался. Расстояние от дуги до сварочного аппарата было около 6 метров. На тот момент такое явление не поддавалось объяснению. Но в сварочной цепи было обнаружено неправильное подключение. При подключении к вторичной цепи проводов, а такое действие производилось каждый раз, когда необходима была сварка, были перепутаны местами провода, и получилось, что к металлическим оградительным пластинам смотровой ямы был подключен не вывод вторичной обмотки трансформатора, соединенный с корпусом трансформатора, то есть земля, а сварочный провод. Образовалась вот такая схема. Схема 1. Получается, что по вторичной обмотке трансформатора протекал ток, так как на предприятиях, потребляющих значительные мощности, разные участки территории имеют неодинаковые потенциалы из-за падения напряжения на проводах при протекании по ним токов. Этот ток вызвал в магнитопроводе появление определенной величины магнитного потока, а далее на сварочный аппарат и на соединенные с ним провода падает высокочастотное электромагнитное излучение от электрической дуги, имеющей спектр частот от сотен кГц до 1000 МГц. И взаимодействие магнитных полей 50 Гц и магнитных полей высокой частоты в магнитопроводе создает условия освобождения энергии вакуума и получения полезной энергии уже сразу в виде электричества. И происходит это примерно следующим образом. Для начала приведу пример генерации электроэнергии двигателем переменного тока, асинхронным двигателем. В роторе электродвигателя существует остаточное магнитное поле. Если мы приведем движение от постороннего механизма ротор, а к статорным обмоткам подключим емкости определенной величины, в зависимости от мощности двигателя, на выдох статорной обмотки появится номинальное напряжение. Происходит это следующим образом. Остаточное магнитное поле, пересекая обмотки статора, наводит в них небольшое,
в начале напряжения. Ток, вызванный этим напряжением, протекает через емкости и поэтому опережает напряжение на 90 градусов по фазе. Магнитный поток емкостного тока совпадает по фазе с остаточным магнитным потоком и усиливает его. Увеличенный магнитный поток вызывает в статорных обмотках большую ДС, а значит больший емкостной ток. Итак, до насыщения стали магнитопровода ротора и статора и появления на обмотках статора номинального напряжения. Сейчас к статорным обмоткам асинхронного электродвигателя можно подключать нагрузку, почти равную мощности самого двигателя. Вот векторная диаграмма описана выше явления. Схема 2. Сейчас рассмотрим явление электронного магнитного резонанса, ферромагнетики. Электроны, находящиеся во внешнем магнитном поле, под действием силы Лоренца, совершают колебания с частотой, зависимой от величины этого магнитного поля, своего электрического заряда и так далее. Если перпендикулярно существующему магнитному полю создать переменное магнитное поле такой же частоты, как частота колебаний электронов, то произойдет поглощение электронами энергии поперечного высокочастотного магнитного поля, которое затрачивается на упорядочивание направления магнитных моментов электронов в направлении внешнего магнитного потока. Поперечное высокочастотное магнитное поле воздействует на магнитные моменты электронов примерно одинаково, как в положительном направлении, так и в направлении противоположном магнитному потоку. Но так как еще до момента сравнивать двух частот в ферромагнетике существует магнитное поле, которое уже несколько сместило домены по направлению внешнего магнитного потока, то даже в результате равенства единичных хаотичных толчков по и против направлению магнитного потока магнитные моменты электронов всегда повернутся по направлению внешнего магнитного потока. Если энергии высокочастотного поперечного магнитного потока будет достаточно, то все магнитные моменты электронов окажутся выстроенными по направлению внешнего магнитного потока. Чтобы лучше представить вышеописанный процесс ориентации магнитных моментов по направлению внешнего магнитного поля, приведу пример запуска асинхронного электродвигателя, имеющего только рабочую обмотку. При подаче на обмотку напряжения в магнитной цепи двигателя создается пульсирующий магнитный поток, который, однако, не приводит ротор электродвигателя в движение ни в одну сторону, так как пусковой момент равен нулю. В электротехнике это явление рассматривается следующим образом. В магнитной цепи двигателя существует два вращающих момента. Один пусковой момент толкает ротор в одну сторону, а второй в обратную. В результате эти пусковые магнитные моменты взаимно уничтожаются. И чтобы ротор начал вращаться, его надо толкнуть в какую-либо сторону. После того, как ротор начнет вращаться, допустим, вправо, скольжение в эту сторону уменьшится. В результате уменьшится индуктивное сопротивление пусковому магнитному потоку, вращающемуся в эту сторону. Возрастет ток, создающий этот магнитный поток. Увеличивается магнитный поток и так далее. Для пускового магнитного момента, вращающегося в левую сторону, скольжение увеличивается. Увеличивается индуктивное сопротивление. Ток, создающий этот магнитный поток, уменьшается. Уменьшается пусковой магнитный момент в эту сторону. Результирующая сила двух вращающихся в разные стороны пусковых магнитных моментов, толкающего вправо, нарастает лавинообразно, и ротор двигателя с ускорением достигает своих номинальных оборотов. Принципиально, по схеме своего развития, процесс поворота электронных магнитных моментов по направлению внешнего магнитного поля
при электронном магнитном резонансе ферромагнетики будет подобен процессу увеличения результирующей силы пусковых магнитных моментов при описанном выше по запуске двигателя. Действительно, внешний магнитный поток ферромагнетики изменяет равновесие электронных магнитных моментов. В таком случае в направлении внешнего магнитного поля количество электронных магнитных моментов будет ориентировано больше, чем в противоположном направлении, и поэтому результирующий силовой момент поперечного высокочастотного поля будет больше по направлению внешнего магнитного поля, что приведет к лавинообразному процессу ориентации магнитных моментов электронов по направлению внешнего магнитного поля. Назовем процесс ориентации магнитных моментов электронов ферромагнетики по направлению внешнего магнитного поля под воздействием высокочастотного поперечного магнитного поля от слова вакуум-эффект В-эффектом. Представим, что это явление происходит в сердечнике трансформатора. Только магнитный поток не постоянный, а частотой 50 Гц. То есть продольный магнитный поток меняет свое направление и величину 100 раз в секунду. Создадим в магнитопроводе трансформатора перпендикулярно этому магнитному потоку переменное магнитное поле, допустим, частотой 1 МГц. Электроны, составляющие домены магнитопровода, будут совершать колебания, зависимые от величины продольного магнитного потока, образуемого током частотой 50 Гц, каждый полупериод с частотой от 0 до частоты, определяемой максимальным значением продольного магнитного потока. В определенный момент полупериода частота этих колебаний составит 1 МГц. Электроны доменов начнут выстраиваться в направлении продольного магнитного потока. И если энергии поперечного магнитного потока будет достаточно, то все электроны, составляющие домены, за определенное количество колебаний поперечного магнитного поля повернутся в направлении продольного поля. При изменении направления продольного магнитного потока 50 Гц произойдут явления, описанные выше, и домены вновь будут выстроены вдоль продольного магнитного поля, но уже в другом направлении. То есть произойдут колебания продольного магнитного потока 50 Гц практически почти без воздействия магнитного потока, образуемого током, проходящим по обмотке трансформатора. И в обмотке трансформатора будет наведена ЭДС 50 Гц. Воздействие поперечного высокочастотного магнитного потока на электроны происходит толчкообразно. Его максимумы с частотой 1 МГц. Момент равенства с этой частотой колебаний электронов. То есть в определенный момент каждого полупериода частоты 50 Гц продольное магнитное поле начинает ступенчато увеличиваться толчками с частотой 1 МГц. И за короткую часть времени полупериода за определенное количество колебаний поперечного магнитного поля достигает своего максимального значения – насыщение стали. Намного быстрее, чем если бы это происходило при внешнем воздействии от намагничивающего потока, созданного током, протекающим по обмотке. В таком случае получаются магнитные удары 100 раз в секунду. При ступенчатом увеличении в определенный момент каждого полупериода частоты 50 Гц продольного магнитного потока с частотой 1 МГц в обмотке трансформатора наводится ЭДС такой же частоты. Если это ЭДС будет приложено к входу в магнитопровод задающей частоты, как положительная обратная связь, то поддержание необходимой величины поперечного магнитного поля будет обеспечено энергией, то поддержание необходимой величины поперечного магнитного поля будет обеспечено энергией магнитного поля электронов, которое в свою очередь обеспечивается спиновым внутренним специфическим собственным движением электронов. Величина магнитного поля электрона является константой. Находясь внутри атома, где на магнитное поле электрона воздействует разнообразно по величине и направлению магнитные поля, спиновое движение электрона должно постоянно меняться, чтобы стабилизировать магнитный момент электрона.
На практике при гашении дуги исчезает электромагнитное излучение, и резкие магнитные удары частотой 50 Гц в магнитопроводе прекращаются. Это говорит о том, что запуск процесса поворота электронных магнитных моментов осуществляется энергией излучения дуги, за счет которой осуществляется возникновение колебательного процесса резонанса напряжений. А как только момент В-эффекта продольный магнитный поток начинает ступенчато увеличиваться с частотой поперечного магнитного поля, дальнейшее воздействие на них оказывает ЭДС, наведенного обмотка трансформатора от этого прерывистого изменения продольного магнитного поля магнитопровода. То есть дальнейшие толчкообразные повороты электронных магнитиков, составляющих домены, осуществляются уже за счет внутренней энергии атома, энергии вакуума. Этот процесс осуществляется следующим образом. Согласно законам электротехники, ток, индуцированный ЭДС, имеет такое направление, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока его вызвавшего. То есть в нашем случае ток, поддерживающий поперечный магнитный поток, имеет такое направление, что созданный его обмоткой магнитный поток стремится уменьшить магнитный поток электронов. Из вакуума на поддержание спинового движения электронов поступает энергия, которая обеспечивает стабильное движение и неизменный магнитный момент электронов. Разберем подробнее это явление. Момент прохождения поперечным магнитным полем своего амплитудного значения происходит увеличение продольного магнитного потока в магнитопроводе на одну ступень. Этот продольный магнитный поток образован магнитными моментами электронов, которые создаются их собственным специфическим спиновым движением. В обмотке, намотанной на этот магнитопровод, наводится ЭДС. Ток этой ЭДС создает в этой же обмотке магнитный поток, направленный против магнитного потока его вызвавшего и препятствующего его увеличению. То есть он уменьшает магнитное поле электронов доменов. Но магнитное поле, существующее вокруг электронов атома, величина постоянная и неизменная. Иначе это будет влиять на другие постоянные константы атома, что недопустимо. Из вакуума к электронам поступает энергия, увеличивающая их спиновое движение, в результате которого магнитное поле электронов увеличивается настолько, насколько оно было ослаблено противоположным магнитным импульсом. Магнитный момент электронов сохранится неизменным. И такое явление ступенчато повторяется в течение всего времени В-эффекта. Это немного подобно тому, как поддерживается стабильный магнитный поток в трансформаторе при увеличении нагрузки в его вторичной цепи. При подаче на первичную обмотку трансформатора напряжения в магнитопроводе образуется магнитный поток холостого хода, обусловленный степенью упорядоченности положения доменов стали по направлению намагничивающей силы первичной обмотки. При подключении к вторичной обмотке нагрузки по этой обмотке будет протекать ток, создающий в магнитопроводе намагничивающую силу, направленную против намагничивающей силы первичной обмотки. Результирующая намагничивающая сила начинает уменьшаться, что приведет к уменьшению магнитного потока. Индуктивное сопротивление первичной обмотки уменьшится, ее ток возрастет. Возрастет намагничивающая сила первичной обмотки и увеличится общий магнитный поток магнитопровода до первоначальной величины. В этом случае все изменения магнитного потока магнитопровода происходят за счет изменения степени упорядоченности положения доменов по направлению результирующей намагничивающей силы обмоток, то есть результирующего магнитного потока, величина которого в магнитопроводе увеличивается в десятки тысяч раз вследствие магнитной проницаемости стали. Изменение величины магнитных моментов самих электронов не происходит, так как в магнитопроводе на уровне доменов
существует один магнитный поток, то есть действует одна сила. При протекании процесса В-эффекта в магнитопроводе существуют две силы. Одна сила – это энергия поперечного магнитного поля, толчками, воздействующая на магнитные моменты электронов. И вторая сила – это энергия магнитного поля, противодействующая ступенчатому увеличению прямого продольного магнитного потока магнитопровода. Магнитные силы напрямую друг с другом не могут взаимодействовать по причине того, что поперечное магнитное поле и обратный магнитный импульс располагаются в пространстве в перпендикулярных плоскостях. Кроме того, обратный магнитный поток обмотки трансформатора в этом случае не увеличивается кратно магнитной проницаемости стали, как это происходит с результирующим магнитным потоком в обычном трансформаторе, и поэтому силы их несравнимы. Здесь при каждом амплитудном значении поперечного магнитного поля электронные магнитные моменты, поворачиваясь, создают увеличение продольного магнитного поля на одну ступень по направлению внешнего поля, против которого возникает обратный встречный магнитный поток от намагничивающей силы тока обмотки, намотанной на этот магнитопровод, стремящийся препятствовать увеличению прямого магнитного потока. Но этот магнитный поток, как сказано выше, намного меньше магнитного потока его вызвавшего. Поэтому его энергии недостаточно, чтобы препятствовать повороту магнитных моментов электронов, но он способен уменьшить на свою величину магнитное поле самих электронов, совокупность которых и создает продольный магнитный поток. Но величина магнитного момента единичного электрона есть величина неизменная. Эта величина константная. Поэтому, чтобы сохранить эту константу, происходит приток к электронам энергии из вакуума, и собственное, специфическое, спиновое, создающее магнитное поле электронного движения, возрастает. Таким образом, магнитный момент электрона сохраняет свою величину. Энергия, поступающая из вакуума на поддержание магнитного поля электронов, превращается в энергию поперечного магнитного поля, которая затрачивается на поворот магнитных моментов электронов по направлению внешнего магнитного поля до насыщения стали. Эта энергия равна энергии всей потребляемой внешней нагрузки, подключенной к обмоткам трансформатора. Эта энергия, потребляемая поперечным магнитным полем, и энергия, поступающая во внешнюю нагрузку. Суммировав сказанное, можно сделать вывод. При В-эффекте в обмотках, намотанных на магнитопровод трансформатора, происходит генерация ЭТС, полученная из энергии вакуума атома. Подключив к обмоткам такого трансформатора нагрузку, мы будем потреблять свободную энергию вакуума, превращенную в электроэнергию привычной нам частоты 50 Гц. С помощью прибора для исследования амплитудно-частотных характеристик X147 было проверено, что происходит при падении на корпус трансформатора и присоединенные к нему провода электромагнитного излучения. Схема ниже, схема 3. Один конец вторичной обмотки сварочного трансформатора присоединен к земле. Второй конец соединен с корпусом ближе к верхнему ярму. Во внешних цепях использовался провод ПВС 5×1,5, длиной 18 метров. От прибора на корпус, вблизи точки присоединения вывода вторичной обмотки, подавались пакеты импульсов частотой от 0 до 10 МГц. Качающаяся частота 50 раз в секунду. Щуп измерителя, детекторная головка прибора, присоединялся к средней точке вторичной обмотки трансформатора. При подаче на корпус трансформатора пакета импульсов, не присоединяя к нему проводов, реакция на входной сигнал на экране прибора отсутствовала. Был виден только входной сигнал. Реакция на сигнал также не было при присоединении к нему до одной жилы кабеля.
Жилы кабеля присоединялись к корпусу поближе к другому нижнему ярму трансформатора. При присоединении к корпусу второй жилы кабеля во вторичной обмотке возникали высокочастотные колебания с резонансом на частоте примерно 1,4 МГц. Величина резонансной частоты многократно превосходила входной сигнал. Это в обмотке образовались стоячие волны, как это происходит в трансформаторе Тесла. Стоячие волны образовались после подключения к корпусу двух жил кабеля длиной, приближающейся к длине провода вторичной обмотки трансформатора. Обмотка трансформатора, индуктивность, с длинной двухпроводной линией емкость соединены последовательно и образуют последовательную колебательную систему с частотой, определяемой общими параметрами этих двух элементов. А в спектре дуги всегда найдется частота, необходимая для возбуждения колебаний в образованной последовательной колебательной системе, создающей резонанс напряжений. Источником начальных колебаний поперечного высокочастотного магнитного поля может быть, кроме электрической дуги, любые другие генераторы высокочастотных колебаний, настроенные на частоту резонанса напряжений системы, индуктивность обмотки трансформатора, емкость двухпроводной длинной линии. Например, электронные автогенераторы. Необходимо отметить очень важную деталь этого процесса. Стоячие волны во вторичной обмотке сварочного трансформатора возникают только в том случае, если сердечник трансформатора очень высококачественный, то есть обладает очень высоким сопротивлением до вихровых токов. В противном случае стоячие волны не возникают. По современным понятиям электротехники невозможно поверить тому, что в обмотке, намотанной на ферромагнитный сердечник, возможно создать высокочастотные колебания. Но практика говорит обратное. Это возможно, но еще раз повторяю, магнитопровод должен быть очень высококачественным, обладающим высоким сопротивлением для вихровых токов. Среди трансформаторов, оказавшимися доступными мне для обследования, такой был только один из 5, не считая трансформаторов в троллейбусном парке. Остается еще вопрос, каким образом высокочастотные магнитные колебания попадают в ферромагнитный сердечник и создают там поперечное магнитное поле. Это можно объяснить следующим образом. Согласно схеме, один потенциал стоячих волн опирается на Землю. Второй потенциал находится на корпусе и на магнитопроводе трансформатора. Созданный этими потенциалами высокочастотный ток протекает по стержням магнитопровода двумя путями. Один путь по магнитопроводу на Землю через емкость, образованную магнитопроводом и Землей. Второй путь – верхнее ярмо, стержни, нижнее ярмо трансформатора, две жилы кабеля, лежащие на Земле, емкость, образованная этими жилами и Землей, Земля. Эти токи, протекающие от одного ярма к другому, проникающие в пластины магнитопровода на небольшую, но достаточную глубину, чтобы подействовать на электроны атомов, участвующих в образовании доменов, и создают, как подтверждает практика, поперечное высокочастотное магнитное поле. Емкости, о которых говорилось выше, очень небольшие, и может создаться впечатление, что и токи, протекающие по ним, не могут создать достаточное для воздействия на электроны, образующие домены, магнитное поле. Нам надо вспомнить, что ЭДС, создающий эти токи, образуется от практически мгновенных колебаний сильного магнитного потока. Я видел, что эта ЭДС пробивала воздушный промежуток от 3 мм до 4 см. Эта ЭДС составляет 1000 вольт. Остается рассмотреть вопрос фазовых взаимодействий между напряжением стоячих волн и напряжениями обратной связи для получения положительной обратной связи. Ток от напряжения стоячих волн протекает, предположим, от верхнего ярма трансформатора к нижнему и далее через воздушный промежуток стекает на Землю. То есть этот ток проходит через емкость.
Он опережает вызвавшее его напряжение на 90 градусов. Созданный им поперечный магнитный поток в момент В-эффекта воздействует на колеблющиеся в магнитном поле электроны и заставляет их толчкообразно поворачиваться по направлению внешнего магнитного поля в одинаковой с ним фазе. Ступенчато увеличивающийся общий высокочастотный магнитный поток вызывает в обмотке, в которой образованы стоячие волны, ЭДС, отстающую от него на 90 градусов и совпадающую по фазе со стоячими волнами. Ток, вызывающий поперечное высокочастотное магнитное поле в магнитопроводе, проходит одновременно по двум стержням трансформатора, и в обоих в момент сравнения двух частот воздействует на колеблющиеся электронные магнитные моменты. Таким образом, автоматически образуется положительная обратная связь. Ниже схема 4. И происходит получение электроэнергии примерно как в асинхронном двигателе, превращенном генератором. Только вместо ротора используется не останавливающееся движение электронов. На практике для проверки и повторения указанного эффекта я применял следующую схему. Схема 5. Был использован промышленный трансформатор мощностью около 30 кВт с регулировкой тока методом изменения расстояния между обмотками. Расстояние между обмотками было около 30 см. Один конец вторичной обмотки подключался к нулю, земле, источника тока. Второй конец присоединялся к корпусу трансформатора вверху. К корпусу трансформатора в нижней его части присоединялись две жилы провода ПВС-5 на 1,5. Две другие жилы подключаются к первичной обмотке в качестве нагрузки для высокой частоты, чтобы устранить опасность пробоя изоляции обмотки высоковольтным, высокочастотным напряжением, возникающим в промежуток времени В-эффекта. При ненагруженной первичной обмотке напряжение на ней временами пробивало воздушный промежуток между ее выводами, составляющий около 4 см. Для создания дуги, как источника высокочастотных колебаний, бралась фаза сети, которая подавалась через нагревательный элемент мощностью 1,5 кВт от электроплиты на угольный электрод. Такие электроды применялись ранее для создания источника света в кинопроекторах типа КПТ. Второй такой же электрод, закрепленный рядом с первым, таким образом, чтобы создавать и поддерживать горение дуги, присоединялся к корпусу трансформатора проводом длиной 40 см. Таким образом, создавалось протекание тока через вторичную обмотку для образования в магнитопроводе переменного магнитного потока 50 Гц. И одновременно дуга излучала спектр высокочастотных колебаний, необходимых для возникновения в этой же обмотке высокочастотных стоячих волн. В этой схеме 5. Вместо нагревательного элемента 1,5 кВт практичнее применять конденсатор емкостью примерно 60-70 микрофарад. Но так как он будет работать в режиме небольшого резонанса напряжений, он должен быть на напряжении не менее 600 вольт. Процесс происходит следующим образом. Еще при небольшом продольном магнитном потоке в начале полупериода частоты 50 Гц частота колебаний электронных магнитных моментов, из которых состоят домены, сравнивается с частотой стоячих волн, образующих в магнитопроводе микроскопические поперечные магнитные поля, которые в течение определенного количества колебаний за очень короткое время выстраивают все магнитные моменты электронов в направлении продольного магнитного поля. Магнитный поток за короткое время увеличивается до максимума. Происходит магнитный удар, просто подобный взрыву. Форма магнитного потока получается трапециидальной. Левый фронт круто поднимающийся, правый пологий. Поэтому звук магнитопровода получается ударный.
При изменении направления продольного магнитного потока, создаваемого током 50 Гц, в начале следующего полупериода происходят подобные процессы. И вновь, еще задолго, считая по временам меркам этих процессов, до того, как мог бы быть создан максимум продольного магнитного потока привычным нам способом за счет энергии внешнего магнитного поля, создаваемого током, протекающим по обмотке, происходит создание максимума магнитного потока за счет внутренней энергии атома, энергии вакуума. В результате на обмотках трансформатора индуцируется ЭДС 50 Гц. Можно подключать нагрузку. А сейчас нам надо вернуться к рассмотрению схемы 1. После практических опытов и теоретического осмысления явления В-эффекта можно немного по-другому объяснить чрезмерно громкие удары в сварочном аппарате. По схеме видно, что его вторичная обмотка соединяет две точки, имеющие разные потенциалы. По обмотке протекает ток, создающий в магнитопроводе переменный магнитный поток. На корпус сварочного аппарата падает высокочастотное излучение от дуги. В момент В-эффекта обмотка перестает быть потребителем электроэнергии от точек с разным потенциалом. Она становится генератором, источником ЭДС, а потребителем становятся эти две точки, сопротивление между которыми очень мало. Возникает ток короткого замыкания. А так как время В-эффекта в полупериоде тока 50 Гц занимает малую его часть, то ток короткого замыкания нарастает практически мгновенно и образуется магнитный удар большой мощности. Если генератор, работающий в режиме В-эффекта, не нагружен, то такого сильного, даже страшного, как я описал в начале статьи, звука не будет. Но все равно звук не будет мягким, как при синусоидальной форме тока, он будет ударным. В этой статье много таких моментов, с которыми категорически не согласуются современные представления. И вот еще один. При описании процессов в статье говорится о практически мгновенном повороте доменов. Действительно, такое невозможно при воздействии на домен магнитным полем снаружи магнитопровода, когда он должен поворачиваться всем своим объемом одновременно в течение меньше микросекунды. Но если воздействовать на домен внутри его, на его составляющие структуры, то опять же практика показывает, такое возможно. Для поворота единичного магнитного момента в течение меньше микросекунды нет препятствий. Вообще-то все эти противоречия могут быть устранены достаточно простым способом. Это, повторить, описанный метод в эксперименте, для чего необходимо, используя прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик, выбрать трансформатор, на котором способны образоваться стоячие волны высокой частоты. И далее все понятно. Скорее всего, таким трансформатором может быть только трансформатор, у которого обмотка предназначена для получения стоячих волн, связана с другими обмотками не непосредственно через магнитопровод, так как в противном случае в обмотке, намотанной вместе с указанной, будет наводиться высокочастотный ЭДС, токи которые могут препятствовать возникновению стоячих волн. Это будет такой же нежелательный эффект, как и в магнитопроводе, не обладающем высоким сопротивлением вихревым током. Впрочем, оказывается, в случае получения электроэнергии с использованием явления В-эффекта нет необходимости наматывать первичную и вторичную обмотки вместе, что делается для повышения КПД, так как в этом случае нет потока рассеивания, и образованный в магнитопроводе магнитный поток наводит в обмотках стабильное напряжение, зависящее только от количества витков обмотки и практически не зависящее от величины нагрузки и расстояния между обмотками. Приведу по этому поводу интересный опыт со схемой 5. Если подать в этой схеме напряжение на вторичную обмотку, сократив контакты дуги, не создавая высокочастотное излучение, то контакты первичной обмотки, отстоящей от вторичной на расстоянии 30 см, на которой появляется напряжение около 400 вольт, можно спокойно закорачивать между собой. Ток короткого замыкания ничтожен, менее 1 ампера.
Это происходит в результате действия потока рассеивания обмотки и ограничения ее тока резистором. Если же вторичная обмотка питается через дугу, то генерируется энергия из вакуума, и коротить первичную обмотку не стоит, иначе изоляция обмотки сгорит в течение немногих секунд. Лучше ее нагрузить мощным потребителем. Любителям электротехники можно на каждом доступном сварочнике собирать простую, указанную выше схему. 5. И если магнитопровод трансформатора окажется качественным, получить генератор нового типа.